Дай Твоей силе мне знасти потеху, Ты свету ладил на людскую службу, таки корыстный и таки пригожий, омывай шовши с этим светом дружбу. Тебе хвалили наевший наш ложа, Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой najjaśniejszy, Тебе самого и всем небедивый, навеки вечный, Боже наимилейший. Твоею мощной и я мощный стану, Отца и Сына и Духа Святого, Тройцу одину, коли в небо гляну, хвалить буду Створителя Бога. Будь хвала Богу, Троице всемогутной и животворчей, вечной назавсёды и нераздельной и одиносутной, у Божьей моцы знак любови сгоды. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой возвышения, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За спокойно на всем свете, добрый стан святых Божьих церквей, и соединение всех, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Закрытой святой церкву, и ты, что за верой пошану и страхом Божьим походят сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого Бога, Отца наших, и соседных, епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святородных диаконов в Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за врат належной влады войска и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью выпробования и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за всех городей краины, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи,
изневоленных и избавлении Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гнева, суму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись от жалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую благословенную, славного дарка нашу Богородицу и за святую Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Бог Тебе належится всякая слава, пошане поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое славить имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его. Ее начищаю все бесшествия Твои, и оздоровляю все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще, с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую благословенную, славного дарка нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Бог Твоя, милость держава, и Твоего владарства и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, правду все житие мое буду хвалить Господа. Буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. А ты, народный Сыне, и Слово Бога, ты не смертный. Деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, и не зазнавши измены, стався человеком. Ты был крыжованный Христе Божией смертью, снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, тронным славой Отцу и Святому Духу звал нас, звал нас. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую благословенную, славную дарку нашу Богородицу и за всякую Деву Марию и всех
всіх святих, сами себе один одному, и все життю наше Христу Богу отдай нам. Тобі, Господи, Бо Ти добрий, чоловіколюбний Бог, і Тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. У владарстві Твоїм, успомни нас, Господи, счастливые воия духа, воин
славному воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты зашел до пекла, спаси мой, и браму ягоную разбурил, як всемогутный, як Творца ты взнял померлых собою, и знищил жало смерти. Адама, проклённый был вызволенный тобою, человека любча, деля гэтага мы все кличем, збав нас, Господи. Теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Опекунка христиан беззаконная, храница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, пашуй путка молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, назидная заступница Тых, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Бусно уважил я мир усему. И Твоему Духу. Мудрость. Прокиме, Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Збав меня, Господи, бо не засталося праведника, немоверных сирот сынов людских. Збав, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Мудрость. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Слухаємо уважливо. Поводле даденої ласки ми маємо різні дари,
Калі дар пророцтва, павінны пророчыць згодна з вераю, калі служэнне, служыць, калі настаўніцтва, навучаць, калі заахвочванне, заахвочваць, калі размеркаванне, раздаваць у прастаце, калі кіраванне, кіраваць старанна, калі міласэрнасць, то павінны чыніць гэта з радасцю. Любоў няхай будзе некрывадушнай, майце агіду да зла, гарніцеся да добра, любіце адзін аднаго братняй любоўю, апярэджвайце адзін аднаму ў ветлівасці, у руплівасці будьце нястоўныя, духам палымнейце, служыце Пану, цешцеся надзеяй, ва ўціску будьце цярплівыя, у малітве трывалыя, падтрымлівайце святых, дбайце пра гасціннасць, благословляйте тых, хто пераследуе вас, благословляйте, а не проклинайте. Это слово Божие. Междометальник. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милосердность Твою буду вечно славить, Господи, правду Твою буду обвещать поколение в поколение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я сказал, милосердность створенная, как тревать до веку, правда ж Твоя моя, не похисна в небе основу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие, мир усим. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час увайшоў Ісус у лодку і пераправіўся назад і прыйшоў у свой горад. І вось прынеслі да яго спаралізаванага, які ляжаў на пасцелі, і, убачыўшы веру іх, Ісус сказаў спаралізаванаму: «Умацуйся, сыне, даруюцца табе грахі твае». І вось некаторыя кніжнікі сказалі самі сабе: «Ён блюзнерыць». А Ісус, ведаючы думкі іх, сказаў: «Навошта вы думаеце ліхое ў сэрцах вашых? Бо што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі, ці сказаць: устань і хадзі. Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, тады кажа спаралізаванаму: устань, вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой. І той устаў і пайшоў у дом свой. Народ жа, убачыўшы гэта, дзіву даўся і праславіў Бога, які даў такую ладу людзям. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, сёння чарговая звычайная нядзеля у нашым гэтым літургічным перыядзе. І сёння Евангелие прапануем нам разважыць чарговы цуд Ісуса Христа. Цуд аздараўлення спаралізаванага чалавека. І цэнтральным вершам гэтага урыўку Евангелия, мне здаецца, з'яўляецца верш. Што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі, ці сказаць: устань і хадзі.
І гэтым вершам Ісус, гэтымі словамі, Ісус, Ён нібы задае пытанне пра тое, хто можа рабіць цуды. І потым сваім учынкам ён падкрэслівае, што ён з'яўляецца Богам, бо насамрэч толькі Ісус можа прабачаць грахі. Толькі Ісус можа даваць аздараўленне чалавеку. І Ісус, ён не проста нейкі прарок, але ён з'яўляецца Богам, бо ўсё ад Бога. І гэтымі цудамі Господ, скажем так, аб'яўляе, прапаведуе Божае валадарства, як мы ведаем, якое наблізілася. Так ён гаворыць на пачатку пропаведзі сваёй. І мы шмат і ў розных аспектах разважаем, што такое Божае валадарства. І вось ёсць такі містык, майстар Экхарт. Ён гаворыць, што існуюць тры перашкоды, каб увайсці Божае валадарства. Што гэта за перашкоды? На пачатку пералічу іх, а потым трошкі раскажу больш пра кожную з іх. Першая перашкода – гэта цела. Другая перашкода – гэта рассеянасць. Трэцяя перашкода – ілюзія часу. На жаль, майстар Экхарт, ён не тлумачыць больш падрабязна кожную з гэтых перашкодаў. Аднак мы можам здагадвацца, што маецца на ўвазе. Першая перашкода – цела. Цела, вядома, гэта не нашае цела, бо нашае цела, яно створана Богам, яно з'яўляецца добрым, а мова ідзе тут пра пажадлівасці, пра страсці, якія перашкаджаюць нам, якія замінаюць нам прыйсці да Бога. Другая перашкода – гэта рассеянасць. Рассеянасць сапраўды. Рассеянасць замінае нашай малітве. А калі у нас няма малітвы, то цяжка казаць, што мы з'яўляемся хрысціянамі. Рассеянасць перашкаджае нам удумліва чытаць Святое Пісанне і разумець яго. Насамрэч, гэтыя ўсе тры перашкоды, яны ляжаць у сферы аскетыкі. Таксама, як і трэцяя перашкода – ілюзія часу. Нам здаецца, што штосьці яшчэ будзе, нам здаецца, што мы можам штосьці запланаваць, што ў нас яшчэ шмат часу, і разам з гэтым мы не заўважаем момант цяперашні. Што ў гэты момант мы жывем, што мы не жывем у мінулым, што мы не жывем у будучым, але толькі цяпер. І вось, так як я ўжо заўважыў, гэтыя тры перашкоды, яны ляжаць у сферы аскетыкі. Аскетыка прапануе нам пэўныя захады, каб перамагчы гэтыя перашкоды. Гэтыя захады, яны падобныя на сяброў спаралізаванага. Гэтыя захады, яны таксама, як сябры прыходзяць да спаралізаванага, так яны прыходзяць да нас, каб нас выратаваць. Вядома, калі мы гаворым пра тое, як перамагчы цела,
то не трэба думаць пра нейкія звыш, скажем так, меры, якія перакручваюць нашы магчымасці. 40-дзённы пост на хлебе і вадзе, напрыклад. Дастаткова захоўваць на пачатку 10 Божых запаведзяў. Дастаткова прытрымлівацца запаведзяў каталіцкай царквы. Менавіта прыходзіць рэгулярна на службу, вось, штонядзелю, рэгулярна спавядацца. Гэта ўжо аскетыка. Гэта ўжо пэўныя захады, якія скіраваныя на тое, каб перамагчы сваё цела, сваю плоть у негатыўным аскетычным значэнні гэтага слова. Калі мы чытаем Святое Пісанне кожны дзень, гэта ўжо уплывае на нашу канцэнтрацыю, на нашу засяроджанасць. Гэтымі захадамі мы ўжо перамагаем нашу рассеянасць. І не трэба нейкія звыш захады, якія перакручваюць, як я ўжо сказаў, нашай магчымасці. Дастаткова прысвяціць гэтаму 15 хвілін у дзень. І мы тады зразумеем, мы пабачым, што наша канцэнтрацыя, яна павялічваецца, і яна дапамагае нам у нашай малітве і ў нашых штодзённых справах, насамрэч. Бо канцэнтрацыя – гэта не нейкая рэлігійная практыка. Гэта рэч звычайная. Яна дапамагае ў нашай працы, у нашым навучанні, вось, але таксама і ў нашым духоўным жыцці. І нарэшце два словы пра ілюзію малітвы. А зрэшты, я ўжо ўсё сказаў. Нам трэба пазбавіцца гэтай ілюзіі, што мы жывем у мінулым, ці мы жывем у будучым. Нам трэба навучыцца жыць тут і цяпер. І гэтае слово я кажу не толькі да вас, але таксама і да сябе. Бо гэта вельмі незвычайная справа заўважаць момант цяперашні. Заўважаць патрэбы нашых блізкіх цяпер. Заўважаць прыгажосць неба, кветак цяпер. Заўважаць тых людзей, якія знаходзяцца з намі цяпер. І вось, калі гэта ўсё ўчынім, то паводле майстра Экхарта Божае валадарства адчыніцца нам. Мы будзем знаходзіцца ў ім. Майстар Экхарт кажа, калі б гэтыя тры рэчы зніклі, то мы б былі ў Божым валадарстве. Веру ў тое, што і цяпер мы у нейкай ступені рэалізавалі усе гэтыя умовы, бо інакш і быць не можа у часе боскай літургіі, калі мы разам уваходзім у Божае валадарства праз нашу малітву і Євхарыстію. Амінь. Скажем разом все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, прошу нас, измилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся, Боже, Боже, проводи Твоей великой милосердности, молимся Тебе, прошу нас, измилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Молимся за святого Отца нашего, Всесветлого Епископа Франтишка, Папу Римского, достойного пастора Ленарда Богородицы, нашего Архимандрита Сергея,
і всіх у Христі братів наших. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за Богом стираженную край нашу Беларусь, за враг нашего войска и весь белорусский народ, за стойкость веры, мужество пребывания и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов, монахов и всех братов и сестр наших в Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за годных память, за основаников этой святой церкви, за всех ранее вышедших отцов, братов наших, які тут і на кожному іншому місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за все человечество, потерпи с причины поширения пандемии, за всех безпоможных и разгубленных захворых, и за тех, кто данным служит. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Молимся за доброчинцев, за святую церковь, за тех, что приносит дары, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще и шматразово приходим до Тебе и молимся Тебе, добрый человек. Как Ты выслушавши ласкаво нашу просьбу, очисти наши души и тела от всякой нечистости телесной и душевной. И дам нам без осуждения стать перед Твоим святым охвярником. Дай Боже и тем, что молятся, разнознаем, поспеху житти и веры, и разумению духовных речей. Дай мне со страхом и любовью служить Тебе, принять без вины служение святой Твоей тайны и быть достойными Твоего небесного володарства. Мудрость, как мы будучи за все, для подоховывая Твою могутную ладу, Тебе славу давали, Отцу и Сыну и Святому Духу Теперь и за все, и на веки веков. Аминь. Мы что тайный способ, мы что тайный способ прославляем, прославляем херувимов и животворчей Тройцы, и животворчей Троицы, Тройче святую, Тройче святую, песню пяю. Отложим, отложим теперь, отложим, отложим усе житевые, усе житевые клопоты. Святого Отца нашего Всесвятного Епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку нашего архимандрита Сергея, божественных святоров, диаконов Христе, святоховенства Богу, стираженную крайну нашу Беларусь, урад належную лады заснованников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, кого исполнить поступ Богу своим владарством все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Как нам принять благодар всех, якого необычно, суправа
Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. Если божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердность единородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой всей святый, добрый, животворчий Дух, теперь за все и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Троицу одиносутную и нераздельную. Зверь зверя мудрости смысл ваших друзья. Родила Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, Вашного всего и неважного, и родиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светлого светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом, без якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был крыжован за нас в Понтии Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писанием, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и Его благодатство не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, яке говорил про пророков, воодиную святую полсутную апостольскую церковь, вызнаю один ход для откушения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Встанем долго, встанем со страхом, уважливо святых храним мир и приносить. На миру ахвяру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, Его Бога и Отца и Сына Святого Духа, хай будет со всеми вами. И с Духом Твоим. Сердце наше, Мы узняли до Господа. подякуем Господу. Годно и справедливою поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносутной и нераздельной. Ты привел нас с необычного до питья, и мы упали, снова поднял неперстом рабить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твою душевное дарство. Теперь это дякуем Тебе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействие, ведомые, неведомые, явные, тайные, какими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой спять великий Господи, Архангела, безрешенного крыльями серафимов, шестикрылые шматоки, які, уснявшись высоко на крылах, пераможную песню поют, ускликающие, припевающие и кажущие. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит во имя Господня
Твоем кажучи, святый все святый Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святый все святый Ты и великая хвала Твоя, Ты так любил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал, как кожный, Ты летел, не загинул, а имел жизнь вечную. И Он, пришедший, исполнивший исповедь для нас, ночью Его выдали покушителя, Он сам отдал себя за житие свету, взял хлеб, свои святые, все чистые, безвинные руки, отдавший подяку, поблагословивший, осветивший, разломавший его, дал святым своим личным и апостолам кажешь. Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Сама чашу после вечери кажешь. Пейте, сие всех, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж памятующих это исповедной заповедь, все, что для нас дарилось, крышка, хование, спасение, спасительство, хранимо, сетение поправится, другой славно Христе. Приносим Тебе Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за нас святую чистую, благословенную, славную, так нашу Богородицу, и за все детей любовью. Достойною правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Матерь Бога нашего, больш годною пошаны за Херувима и без поравнания больш славную за Серафима, что заховавши дьявольство родила Бога Слова, Исную Богородицу Тебе возвеличиваем. На сам вірш, вспомни, Господи, святого Отця нашого, всесвятного епископа Францишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, Богородного владыку нашего архимандрита Сергия. Заховаем для святых Твоих церква, усупокой целости, доброй славы, здоровья, долголетия, как Ты нам мило научать нас словом Твоей правды. И все. И дай нам, обоженными устным единым сердцем, славить и хвалять Твое честное вечное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Дай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, пришедших в упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, освященные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Человекородный Бог наш, принявший их на свой святый небесный и духовный
верники, подмысловую духмяность духовную поставленную на замен свою Божскую ласку, и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Вымолиться всякого гнева, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись от жалости избав, и стиражи нас Божию ласкою Твою. Господи, смилуйся. Здесь в этой день восхваляй, святый безгрешный Господа просим. Дай нам, Господи. Хвалила спокойно наставника, и на души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробачение, пушение грехов, и праведных наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Все, что Бога и корыстное для душ наших, и все позволит святу Господа просим. Дай нам, Господи. Когда лишь життя нашего супокоя, покаяние не провести Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, беззаконного, спокойного, и доброго, отказного, в страшном суде Христовом просим. Дай нам, Господи. Попросивший единства веры и сухонности Духа Святого, сами себе и все житие наше Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Изради нас достойными благодару, исполним довером и без осуждения, смей звертаться до Тебя, Бога Небесного, ягдаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему духу. Голову вашу Господу схилите. Тебе, Господи. Дякую Тобі, наш владарю, що Твою безмежну силу, Твою бездушну милосердность, Твою все с неба Твое бытия. Дай, Господи, с небесом на Ты, что схилили голову свою перед Тобой, вы не схилили их перед тенами, кривые, или перед Тобой всемогутным Богом. Ведь после владару принесенные тут дали всем пору, нарастай кожному поводу потребы. Будь сподорожниками по морю, земли и поветрия, останови хорах, лекарю души тела. Лаской, милосердностью человеколюбства, одинародного Сына Твоего, с яким благословенно Ты, Твое все святые добрые живот Божий Дух, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, и сидишь за лицом в вершинях, и с нами не вашим пребываешь, место святого жиля, спасава, слава, владарства Твоего, приди светить нас, и будь ласкав дать нам могутной рукой Твоей существе тела, почестной кровь, образ нас, усім любим. Боже, будь ласкава, будь спогадливий в негрешному, змилості мною. Боже, будь спогадливий в негрешному, змилості мною. Боже, будь спогадливий в негрешному, змилості мною. Будь уважний, я святе речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесом, хвалите Его на вышине. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру в Господа и вызнаю, что Ты справедливый Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить
грешников, сярод яких я самый перший. Веру так само, что в это сопроводи Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и безвольные, якие я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не стражу ворогам Твоим тайным, и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайнов буде мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите криницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твоим. Мы вошли правдивое свято, приняли Духа Небесного, знайшли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога на нас творила. Благословенный Бог наш, на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Амінь. Хай наші усни будуть сповнені
святые, всечистые, смерту небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, благости, рожи нас Божию ласку Твою. Господи, смилуйся. Попросившие, как бы ты весь день был досконалый, современный, безгрешный сами себе, и один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, ки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, слышишь Ты, что ускладает на себе надею, слава детей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, святи Ты, что любит красу дома Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, и не сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету, церквам Твоим. Нашему белорусскому народу, нежеланным нашим всем людям Твоим, всякое доброе дарение, да, досконало исходит здоровье Тебя, Отца Святого. И мы Тебе славу, подякуй, поклонение Таем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владару, сподвечный Боже, Ты весь свет створил, и законный для всех установил кожному место, признаешь урод людский так, без конца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все слухали Его, но и науку, и души следом за Ему вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли, слухались Твоих загадов, а лет деля человечей слабости часто падали и сневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебя щиро, даруй нам наши провины, нашу недбальность відносин до себе и до інших, даруй так само Ты, кто кривдил нас и изневажал, брани нас от кривды ворожей, дай нам, и ворогам нашим духа соправдной христианской любови дай нам, верность веры, згоду у громадском и семейном житті, загои наши особистые народные раны души, які мы сами себе вчинили, або неприятеля отримали в нашем штуденном житті. А святи наш розум Твоим евангельским светлом, как мы, заховываючи Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, пошли белорусскому народу охвярных слугов своих, які праведным, сумленным и мудрым життем и дейностью вели пеху до лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как похожно из них дбали батька и хвярная Матерь, звучнейшую святой любовью выховывали. Тебе на славу, батьківщині на користь своїх діток, особливу ласку дай молоді, как вона отримала глибокого християнського зготування і виросла на корисних синов і дочок свого народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть марно тим талентам, які Ти посилаєш у наш народ, але дай їм свободно розвиватися і закрасовать Тебе на славу і всьому людству на користь. Благослови працу селяну на ролі работников на фабриках, ученых, письменников, мостаков, как за их недопомогу белорусский народ мог разумно и пригожно жить и развиваться. Тебе, всечистая Богородица и наша Небесная Матерь, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас неспынно, как мы стали народом святым, які виконує волю Божию, свое посланство, и как мы унесли свою плату, огульное добро тут на земле, а в прышлом житті отримали вечное счастье, неспирно давали славу, пошану и поклонение Богу Тройце Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господня, благословили Тебе до веку. Хай буде ім'я Господня, благословили Тебе до веку. Хай буде ім'я Господня, благословили Тебе до веку.
Господні, хай буде на вас ласка і величати перебувством на всі часи, тепер і завсюди і на віки віку. Амінь. Слава Тобі, Христі Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ой, що благослови. Христос, Святый Бог наш, яке Господь з мертвих, молитвами сошисти свою мать, святих славних і будуть похвала апостолам, між святими отця нашого Яна, Златоустного арцебископа Константинопольського, молитвами святого Йозафата, арцебископа Полського, молитвами святого Андрея, біскупа Критського, святих славних і ровних апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, між святыми отца нашего Кирилла, біскупа Туровского, святой Мати нашей Фросини Полоцкой, святницы Беларуси, и всіх святих заступників білоруського народу, молитвами святих праведних Бога, Отцу, якими і Ганна всіх святих, хай смилується над нами, спалить нас, бо добрий чоловіка любець. Амінь. Христос посеред нас. Могутний Божа, владарствуй света, великих сонця і серць моїх, над Білорусяй, тихо і
Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары. Алей человеколюбный владыка, что Ты для нас помил и воскрес, и даровал нам в этой страшной животворчей тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как они были мне, для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоего милости ласки и для осердения благодарства Твоего. Как я заховала имя Твоей святости, буду завжди пам'ятати Твоей ласки, и жив же не для себе, а не для Тебе, нашего благодаря зачинца. И закончивши это життя, надея життя вічного, де сягло неприминального супокою, де безупинно чутно голос святих, и панує вічна радость тих, що оглядають невиказну красу твару Твоего. Бо Ты соправдное ожидание, и невыказна радость тих, що любить Тебе. Христе Боже, и Тебе все створение перед славой Отцу все веки. Аминь. Всемогутно справедливый Боже, Ты не охочешь смерти грешника, а лишь ожидаешь, чтобы навернулся и был живым. И який послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал: просите и будет дадено вам, шукайте и знайдете, стукайте и отчинить вам. Да Тебе пропадаем искушение сердцем, и сердце молим Тебе. Не суди нас, а милостиво отвори от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную душу, что в этот час зрод людский дочасться не в меньшем сече. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избавь людей Твоих, как живи здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя Святое Твое. Заступися, заховая в этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ. Уратуй всіх, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбави этот город и все города и вёсы. Смилуйся наведай тых, что стерпит этот народ. Подними их с Божией немощи и дай им здоровье души и тела. Что ждет свободу права, веры, надея, воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни болью, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконце. Молитвами на Святейшей Богородице и за всюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкового человека, одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошарное поклонение, разум за вечным Твоим Отцом, и все святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за всюду и на веки веков. Аминь.